Приветствую вас, друзья. С вами я, Михаил Сергеев. Сегодня Конституционный суд утвердил результаты парламентских выборов. Состав следующего парламента утвержден. Уже даже известно имя кандидата на должность премьер-министра от партии ПАС, которая набрала большинство в новом парламенте. Мы еще не знаем, каков будет состав правительства, однако, каким бы он ни был, очевидно, новому правительству необходимо будет решать то, что в последнее время называют гагаузской проблемой. Обратите внимание на метаморфозу, которая произошла с гагаузской автономией, в том, что касается ее восприятия. Еще каких-то 5 лет назад Гагаузию принято было называть историей успеха и единственным положительным примером разрешения межнационального или межэтнического конфликта на постсоветском пространстве. Или хорошим примером реинтеграции сепаратистского анклава. Однако сегодня ни у кого не поворачивается язык характеризовать Гагаузию таким образом. Сегодня, когда речь идет о Гагаузии, то первая ассоциация, которая возникает в голове, это ассоциация со словом «проблема». И главный вопрос, который задают очень многие, как политики, так и не политики, в том числе и аудитория Нокта, что делать с этой проблемой. Я как политический комментатор, наверное, не возьму на себя ответственность предлагать какие-либо решения. Решения должны предлагать политики, потому что это политическая проблема. Я как человек, который живет и работает в Гагаузии, анализирует то, что происходит в Гагаузии и комментирует политическую жизнь в регионе, могу сказать, в чем проблема. Иными словами, могу поставить диагноз. А решения пусть предлагают те, в чьих руках есть рычаги, способные повлиять на решение этой проблемы. Анализируя решения, которые предлагали те или иные политики на протяжении 3 десятков лет с момента создания гагаузской автономии, с уверенностью можно сказать, что решения были в корне неправильные. К этому выводу я прихожу, потому что я не вижу результата, его просто-напросто нет. Гагаузия, к сожалению, не реинтегрирована в Республику Молдова. Гагаузия по-прежнему считает себя чуждой Республики Молдова. Жители Гагаузии, как и 30 лет назад, видят себя частью совершенно другого государства. А если быть более точным, жители Гагаузии в основной своей массе видят себя частью русского мира или русской империи в любой ее форме. И, к сожалению, этот факт игнорировался очень многими политиками, которые управляли Республикой Молдова после обретения независимости. А любое решение может быть успешным только в том случае, если правильно поставить диагноз. Сегодняшний выпуск, как вы понимаете, будет посвящен этому. Для того, чтобы понимать, почему Гагаузия не стала историей успеха, а осталась проблемой, нужно обернуться назад и вспомнить, как появилась гагаузская автономия. Формально гагаузская автономия появилась после того, как парламент Республики Молдова принял закон об особом правовом статусе от 23 декабря 1994 года. Однако этот закон и решение парламента о создании гагаузской автономии, по сути, узаконили ситуацию, которая была создана не Кишиневым и не Камратом, а Москвой. По сути, Москва создала ситуацию, которую надо было решать. Эта ситуация шла вразрез с интересами Республики Молдова. Но, тем не менее, Кишиневу пришлось считаться с этим и найти какое-то юридическое решение для ситуации, которую создала Москва. И эта ситуация называлась самопровозглашенная Гагаузская республика. Неконституционное, незаконное образование ни с точки зрения законодательства независимой Республики Молдова, ни с точки зрения законодательства бывшего Советского Союза. Так называемая Гагаузская республика была провозглашена тогда, когда Советский Союз еще существовал. И, как вы помните, декларацией, принятой так называемым съездом депутатов всех уровней от 19 августа 90 года, провозглашалась независимость Гагаузской республики от молдавского народа в составе СССР. То есть люди, которые провозглашали ту самую Гагаузскую республику, видели себя бастионом СССР. Если вспомнить, то сам съезд депутатов всех уровней от 19 августа 90 года, так называемый съезд, где самопровозглашалась Гагаузская республика, был проведен Москвой в ответ на декларацию о суверенитете, принятую месяцем ранее Верховным Советом МССР. В Москве это называлось никак иначе, как план контрсепаратизм. Парад суверенитетов, прошедший в 90-м году среди советских республик, на тот момент воспринимался Москвой как сепаратизм. И для того, чтобы сдержать союзные республики, которые по сути были колониями Москвы от ухода из орбиты влияния Кремля, тогдашнее руководство СССР предприняло ряд мер и шагов для того, чтобы сдержать свои колонии под русским сапогом.
Для каждой колонии или так называемой союзной республики, как они назывались тогда, у Кремля был свой набор мер. В случае с Молдовой одна из мер была создание сепаратистских анклавов на востоке и на юге Молдовы. Главный инструмент, которым Москва манипулировала гагаузами, чтобы подтолкнуть их к этому съезду и провозглашению Гагаузской республики, был страх. Страх перед румынским жандармом, перед унирией и румынизацией. Все 40 лет после того, как Бессарабия была аннексирована Советским Союзом и на ее территории была создана МССР, Москва накачивала ее жителей страхом перед румынским жандармом, рассказывала, что румыны это фашисты, а румынский период нашей истории был чуть ли не самым худшим периодом за всю историю человечества. И, конечно же, Советский Союз не рассказывал гагаузам, как устроил в Бессарабии Голодомор. Также Кремль формировал негативное отношение, а по сути ненависть ко всему румынскому, и особенно успешно Кремль делал это в рядах нацменьшинств, в том числе среди гагаузов. По истечению 45 лет процесса интенсивной русификации и накачивания ненавистью ко всему румынскому к моменту развала Советского Союза среднестатистический гагауз превратился в идеального homo советикус, влюбленного в Москву, воспринимающего мир глазами Москвы и ни в коем случае не желающего менять фокус этого зрения. Ну и что самое главное и важное для нашего сегодняшнего анализа, из гагаузов в массе своей сформировался homo советикус, которого триггерит от слова румынский и который ненавидит все румынское. Все это дало о себе знать в период перестройки Горбачева, когда народы, проживавшие в тюрьме народов под названием СССР, начали процесс возвращения к своей идентичности. Такой процесс начался в Кишиневе и вылился в движение национального возрождения, требовавшего возврат к латинской графике и возврат к румынскому языку и румынской идентичности. Естественно, маленький народ, которого 40 лет Кремль дрессировал на то, что все румынское это плохо, вполне предсказуемо воспринял движение национального возрождения в Кишиневе как нечто, представляющее угрозу. И Кремль, который на тот момент контролировал телевидение и политическую сферу на постсоветском пространстве, представил это как угрозу прежде всего для всех русскоязычных. Никакой угрозы для гагаузов от движения за национальное возрождение не было. Более того, аналогичное движение зародилось и среди гагаузов, требуя возврата к гагаузской идентичности, которая успешно была вымыта в Советском Союзе. Однако процесс русификации гагаузского сообщества зашел настолько далеко, что идея возврата к корням и возрождения гагаузской идентичности не пользовалась поддержкой в гагаузском сообществе. Гагаузы уже на тот момент воспринимали себя как русскоязычные и дорожили идентичностью, насаженной Кремлем. И самое главное, гагаузы стали лояльными последователями идеи русского империализма. Оттуда и желание сохранить Советский Союз и препятствовать появлению независимой республики Молдова. Кишинев не мог игнорировать факт существования Гагаузской республики. Когда Кишинев искал решение этого вопроса, руководство страны и ее политические элиты не смогли или не захотели реинтегрировать гагаузские села в Республику Молдову в составе тех районов, в которых они были в период Советского Союза. Таким образом, фактически был узаконен статус-кво, созданный Москвой в виде Гагаузской республики. Узаконен он был принятием закона об особом правовом статусе АТО Гагаузия Гагауз-Яри. Итак, Гагаузская республика превратилась в АТО Гагаузия. Кто-то может сказать: Михаил, в чем проблема? Решение же найдено. Все довольны, все счастливы. Молдова продемонстрировала свою способность находить компромисс. Так-то оно так. Если смотреть только на форму или на внешние признаки, то все выглядит очень красиво. Мир, дружба, жвачка. Но дело в том, что проблема никуда не делась. Проблема на время ушла в спящий режим до тех пор, пока у русских снова не начался имперский зуд, и Путин не начал то, что он называет вставанием с колен. Как только Путин начал свои попытки по восстановлению империи, проблема, созданная Кремлем на юге Республики Молдова, сразу дала о себе знать. В Гагаузии всегда воспринимали себя как верных подданных империи и всегда ждали возвращения этой империи назад. Собственно, гагаузы продолжали оставаться верными той самой декларации, принятой 19 августа 1990 года о независимости от молдавского народа в составе СССР.
И каждый раз, когда недоимперия, пытавшаяся восстановить свое былое величие, призывала гагаузов прийти на помощь, то гагаузы с радостью откликались на этот призыв. Здесь надо вспомнить Декларацию Народного собрания о признании независимости Абхазии и Южной Осетии после нападения России на Грузию. Потом были те самые пресловутые незаконные референдумы от 2 февраля 2014 года, которые с большой помпой прошли в Гагаузии и были активно поддержаны местным населением. Эти так называемые референдумы, как вы помните, были против Европейского Союза в период, когда Молдова готовилась к подписанию договора об ассоциации с ЕС. Москва провела эти референдумы в Гагаузии в феврале, когда аннексировала Крым, в 2014 году, я имею в виду, перед началом войны России против Украины на Донбассе. Таким образом, Москва слала сигнал Кишиневу, что если Молдова хочет в Европейский Союз, то она пойдет туда без Приднестровья и без Гагаузии. И в этом весь Кремль. Аналогичный сигнал Кремль слал Кишиневу в августе и сентябре 90-го года, когда организовал самопровозглашение так называемой Гагаузской республики и Приднестровской Молдавской республики. Сигнал о том, что если Кишинев хочет независимости, то вместо одной республики получит три. Ну и не стоит забывать тот факт, что жители Гагаузии всегда дисциплинированно голосовали за кремлевские политические партии. Название партии менялось, но они всегда были кремлевскими. Кремлевских политических партий в молдавской политике всегда было предостаточно, но в Гагаузии всегда голосовали за тех, на кого указывал Кремль. Сначала были коммунисты, потом социалисты, а теперь патриотический блок и блок альтернатива. И Гагаузия всегда готова была видеть у руля автономии хоть черта лысого, главное, чтобы он был ставленником Москвы. Все дошло до того, как вы знаете, что башканом стала Евгения Гуцул, ставленница беглого преступника Илона Шора. Следует отметить, что все решения, направленные против Республики Молдова, принятые Народным собранием или так называемым Верховным Советом Гагаузской Республики, так и не были отменены. День проведения так называемых референдумов в Гагаузии от 2014 года объявлен праздником и выходным днем под громким названием День народного единства. Звучит очень по-российски, скрепно. Для нас и для людей, пользующихся критическим мышлением, этот день, я имею в виду день этих референдумов, не что иное, как День народного наебала. Однако у большинства жителей Гагаузии другое мнение на этот счет. Россия тщательно заботилась о том, чтобы в гагаузском политическом и информационном пространстве не появлялись голоса, транслирующие иную точку зрения, или не подвергали сомнению положительную роль в истории гагаузского сообщества, это видение, которое Кремль активно насаждал среди гагаузов. Для появления таких политиков в Гагаузии в целом не существовало благоприятной конъюнктуры, однако Россия через свое информационное и политическое влияние на гагаузское сообщество выдавливала из политического пространства Гагаузии даже тех, кто хоть и не выступал с открытой критикой в адрес Москвы, но выступал за возвращение к гагаузским корням, гагаузской идентичности и преосмыслению гагаузской истории. Москва не допускала в Гагаузии ни малейшего намека на возрождение гагаузской идентичности. Гагаузские политики никогда не скрывали, в чем состоит их роль. Они вуалировали это все в какие-то кодовые слова, которые несложно было разгадать, но тем не менее они всегда честно и открыто говорили о том, какова роль Гагаузии. Например, выражение Михаила Формузала о том, что Приднестровье и Гагаузия — это якорь молдавской государственности, четко и однозначно намекало, на то, что Гагаузия и Приднестровье — это те самые якоря, которые будут удерживать Республику Молдова от интеграции в Европейский Союз до тех пор, пока сюда не вернется Российская империя. Дальше Евгения Гуцул трансформировала эту фразу в выражение «Гагаузия якорь перемен», что ближе к истине, конечно. Когда пророссийские политики, в том числе и политики из Гагаузии, говорят о молдавской государственности, они, конечно же, имеют в виду ту самую государственность в виде МССР. Они никогда не говорят о независимости и суверенитете Республики Молдова. Для них государственность Республики Молдова возможна только в лоне Российской империи. А что же Кишинев и кишиневские политики? Если говорить о пророссийских политиках республиканского уровня, то они четко понимали, в чем роль Гагаузии с точки зрения Кремля, и никогда не препятствовали Гагаузии выполнять эту роль, потому что они, по сути, выполняли ту же самую роль. Что же касается
проевропейских политиков, я имею в виду поистине проевропейских, и тех, кто декларировал себя таковыми, то они, с моей точки зрения, демонстрировали полное непонимание сути проблемы. То же самое можно сказать и про западных партнеров. Они считали, что вся эта гагаузская пророссийскость — это просто наивная, а, невинная часть гагаузского менталитета, гагаузского общественного мнения, которое ничем не угрожает, и с этим можно как-то жить и работать. А рецидивы служения империи воспринимались как эксцессы. Они всегда пытались искать с Гагаузией диалог, думая, что этот диалог возможен. Гагаузия всегда демонстрировала неконструктивность в этом диалоге, потому что никогда не принимала за себя решения. Вся позиция Гагаузии в этом диалоге с Кишиневым была продиктована интересами Кремля, которые Гагаузия беспрекословно исполняла. Проблема усугубилась после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 22 года. С тех пор все политическое руководство автономии, включая депутатов Народного собрания, встали на сторону России и были преисполнены энтузиазма в ожидании русских танков и ракетных ударов по Кишиневу. Тогда, наивно полагая, что песенка независимой Молдовы спета, гагаузские депутаты в одностороннем порядке вышли из этого диалога. Я имею в виду их выход из рабочей группы парламента и Народного собрания. Был момент, когда Кишинев пытался купить гагаузских политиков. Я имею в виду период режима Плохотнюка, когда Плохотнюк купил большинство в Народном собрании. Это было опрометчиво со стороны Влада Плохотнюка, потому что кто бы сколько ни платил гагаузским политикам, служат они всегда России. Константинов, которого Плохотнюк сделал председателем Народного собрания в 2012 году и сформировал вокруг него большинство, успешно кинул Плохотнюка в 2014 году, переметнувшись с двумя другими своими соратниками в кремлевский лагерь в Народном собрании, обеспечив таким образом необходимое количество голосов для проведения так называемых гагаузских референдумов в 2014 году. Потом был другой подход, который демонстрировала партия ПАС и Майя Санду. Это попытка наладить диалог, попытка найти среди гагаузских политиков людей, которые хотели бы развития, хотели бы мира и процветания Гагаузии вместе с Республикой Молдова. Когда задумываешься и анализируешь подход, который пыталась применить Майя Санду и который предсказуемо был отвергнут гагаузскими политиками, невольно задаешься вопросом, а как вообще такая идея может провалиться? Майя Санду и партия ПАС не пытались это делать с позиции силы. И президент, и руководство правящей партии пытались наладить контакт, вникнуть в суть проблемы, выяснить, в чем нуждается Гагаузия. Предлагали помощь в изучении гагаузского языка, внедрили программу по изучению румынского языка, чтобы лучше интегрировать гагаузов в молдавское общество и в Республику Молдова в целом. Гагаузию никогда не дискриминировали, когда речь шла и идет о национальных проектах по развитию инфраструктуры. Однако, когда Майя Санду приехала в сентябре 2022 года в Камрад, пытаясь обсудить с депутатами и руководством Гагаузии вопросы, связанные с развитием автономии, на нее набросились с требованием в срочном порядке поехать в Москву и сделать все, чтобы Путин восстановил поставки российского газа. А еще учили Майю Санду, как называется ее родной язык. Таким образом, гагаузские политики еще раз показали, что они не хотят диалога с Кишиневым. А еще они показали, что их не интересуют вопросы развития Гагаузии, развития гагаузского языка. Их интересует только одно, чтобы Москва имела полное влияние на Молдову и чтобы запретили румынский язык. Потом Майя Санду и партия ПАС демонстрировали несколько иной подход, ожидая, что в Гагаузии появятся здравые силы, которые возьмутся за изменение ситуации и будут продвигать другую политическую риторику, направленную на местное развитие, на развитие гагаузского языка, возрождение гагаузской идентичности и интеграцию в Республику Молдову. Но проблема в том, что в Гагаузии нет запроса на развитие гагаузского языка, на возрождение гагаузской идентичности, на развитие автономии и интеграцию в Республику Молдова. В Гагаузии есть запрос только на одно – на возрождение Российской империи. И гагаузы готовы ждать этого столько, сколько понадобится. Результаты выборов в парламент по АТО Гагаузии это четко демонстрируют. Кремлевские политические силы получили в Гагаузии 94% голосов, в разы больше, чем в других районах Республики Молдова. Более того,
в Гагаузии нет условий для появления таких политиков. Все ресурсы, которые есть у Гагаузии, информационные, политические, административные, обслуживают интересы Кремля. Члены исполнительного комитета и депутаты Народного собрания сидят на зарплате у Кремля. Общественная телерадиокомпания финансируется из бюджета Гагаузии и обслуживает интересы Кремля. Гагаузия в этом плане очень сильно похожа на наркомана или родственника наркомана, который все, что зарабатывает, несет родственнику, чтобы он купил очередную дозу. Так и Гагаузия, все, что у нее есть, и все компетенции, которые дал Кишинев, несет к ногам Путина, чтобы он распоряжался этим как хочет. С начала мандата партии ПАС в Гагаузии бытовало такое мнение, что государство слабое. У гагаузских политиков возникало ощущение, что им можно все. Брать деньги Шора и Кремля, обманывать Кишинев, даже призывать, извините, ракетой по Кишиневу, как в случае с Иваном Бургунджи. Они, не стесняясь, ждали и наверняка ждут русские танки и считали, что за это ничего не будет и быть не может. Одну кабельную сеть, которая долгие годы нарушала законодательство Республики Молдова и функционировала нелегально, Кишинев не мог закрыть. Ситуация стала меняться, когда беспредел в Гагаузии масштабировался на всю страну и начал представлять серьезную угрозу безопасности Республики Молдова. Тогда правительству ПАС удалось преодолеть саботаж в правоохранительных органах и предпринять шаги, которые показали, что государство есть и оно не боится действовать. Но при всем при этом источник поражения сознания жителей Гагаузии никуда не делся. По-прежнему есть серьезная проблема в образовательной системе, где учителя не стесняются высказывать свое мнение о вражеском Кишиневе ученикам и представлять Москву как спасителя и передавать молодому поколению те же самые фобии, которые им когда-то насаждал Советский Союз. Про страшных румынских жандармов, про то, что молдаване не румыны, и язык их молдавский, и тлетворное влияние Запада, весь тот набор пропагандистских штампов, которые сегодня можно услышать на любом российском пропагандистском канале. Еще одна проблема, которую никак не может осознать Кишинев или может осознает, но никак не может взяться за ее решение, это порочный баланс компетенций в пользу Камрата, где Камрат без участия Кишинева проводит выборы Башкана и выборы в Народное собрание и сам регулирует информационное пространство на территории Гагаузии. Все это превратило Гагаузию с информационной и политической точки зрения в резервацию русского мира и в лучших традициях путинской России, где из Кишинева рисуют образ врага, а молдаване с сильной румынской идентичностью воспринимаются как злостные нацики, которые спят и видят, как уничтожить гагаузскую автономию. К сожалению, ситуация запущена так сильно, что даже если убрать фактор Шора, фактор российских денег и по максимуму, насколько это возможно, ограничить информационное влияние Кремля на гагаузское сообщество и провести в этих условиях выборы Башкана или выборы в Народное собрание, то мы с высокой долей вероятностью получим ту же самую ситуацию, по итогам которой в кресле Башкана и в Народном собрании будут сидеть те же самые оголтелые и преданные любители русского мира, воспринимающие Республику Молдова как вражеское государство, а не как свою страну. Понимание и осознание проблемы очень важно. Без этого невозможно подобрать правильные решения. Диалог явно не то, что может решить эту проблему. Потому что для диалога нужен партнер. А партнера для диалога в Гагаузии нет и не предвидится.